В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. У нас сегодня в гостях министр образования и науки Чеченской Республики Хошбала Дедаев. Хошбала Димашвова. Говорим мы сегодня про систему образования и про то, какие новые методы вы применяете в данном направлении. И в первую очередь хочется задать вопрос роли образования в современном мире и в условиях глобализации, быстрой, меняющихся технологий. Каким вы видите подход к данной работе в своей системе? Роль образования вообще в жизни общества, она занимает, наверное, самую важную роль, потому что нет ни одной семьи, из которого не выходил бы ребенок и не учился бы где-то в стенах образовательного учреждения, будь то школа, среднее профобразование, высшее учебное заведение, без разницы. Да и все мы должны так или иначе, рано или поздно, проходить через образовательный процесс, через учителя и так далее. Поэтому, мы последнее время, это время, наверное, со времен распада Советского Союза немножко ушло на нет. Мы видели в последние годы, десятилетия, как все больше забывалось своего и как больше с каждым годом все больше заимствовалось вот так называемого западных стран. И сегодня в наше время, когда, к большому сожалению, все больше так называемых недружественных стран, когда уже пора создавать собственную такую автономную систему образования, которая независима и от всяких стандартов, европейских и так далее. Сегодня все-таки государство обратило внимание на важную сферу образования. К большому сожалению, те изменения, которые каждый год даже, наверное, по 2 раза в год вносятся федеральные государственные образовательные стандарты, это изменения в части образовательных программ, которые были, это такая быстротечная замена федеральных учебников, школьных учебников. Это, конечно, сейчас дает большую нагрузку на школу, на учителя. Мы знаем, что в советские годы все-таки была снята такая задача, как воспитание патриотов, молодежная идеология и так далее. С тех времен, когда пионерия, комсомол, октября так ушли в небытие, мы, государство, наверное, 30 лет жили без такой идеологии и даже гордились тем, что у нас демография и так далее. Но как только появились такие проблемные моменты, вдруг мы все поняли, что нам нужны патриоты, нам нужны люди идейные, любящие свою страну, свою родину и, конечно же, готовые защищать эту родину на законодательном уровне. Если раньше образование это была услуга, теперь это государственная функция. И, конечно же, в систему образования, в школу вернули, наконец, снова функции воспитания. Воспитательный процесс снова на образовательном учреждении. И такие глобальные перемены, с которыми сегодня школа столкнулась, это, конечно же, тяжелый труд учителя, но мы знаем, что нужны результаты, нужны нам современные ученые, доктора наук, свои инженеры, свои люди, которые готовы посвятить себя своей стране. И, конечно же, здесь четко учитывается, что конкурировать все-таки с другими государствами, вне зависимости от того, дружественные или недружественные, все-таки конкурировать надо. 21 век – это век цифровых технологий. И я считаю, что сегодня образование с каждым годом занимает все большее, все важное место. И очень приятно, что и президент нашей страны Владимир Путин путем утверждения, разработки новых национальных проектов, все-таки вклад в систему образования, он, наверное, небывалый даже раньше незнакомой стране. Он уносится, строятся новые школы, новые детские сады. Реально модернизируется, дорабатывается та сфера, которая функционировала с советского времени. И, конечно же, эти вызовы современного времени, за этим должен успевать, переподготавливаться как учитель, и, конечно же, готовиться наши дети, чтобы они в будущем считали себя и чувствовали себя достаточно образованными и подготовленными к нынешним реалиям граждан Российской Федерации. Ваш общий опыт работы за все эти годы, что вы занимаетесь и системой образования, и молодежной политикой вы занимались в прошлом. Как этот опыт вам помогает сегодня транслировать патриотизм подрастающему поколению, именно в школьниках, за школьной скамьей? Я действительно считаю себя ветераном команды Кадырова, горжусь этим. И, конечно же, тот опыт, который
благодаря, в первую очередь, вниманию, наставничеству, доверию со стороны нашего уважаемого главы Рамзана Ахматовича, для меня дорого стоит, и для меня действительно это большая честь. И вот эта ответственность, плюс с учетом тех должностей, которые я по указанию Рамзана Ахматовича занимал, вот эта публичность все-таки влияет на эту работу. И народ для народа, для населения. Все-таки человек, личность достаточно узнаваемая. И, конечно же, благодаря тому, что я все эти годы, последние 20 лет, практически нахожусь в команде Кадырова, нахожусь постоянно рядом с Рамзаном Ахматовичем. Я знаю, какие условия, какие задачи он непосредственно ставит, потому что не все можно показать и не все можно увидеть по телевизору, а человек, который рядом находится, это, конечно же, совсем другой уровень. Я знаю, чего он хочет от системы, и, конечно же, благодаря постоянному участию в общественной и политической жизни региона, я всецело понимаю, что хочет население, что хочет родитель, все мы, в конце концов, родители, у каждого у нас есть дома, и, конечно же, эти задачи уже не только будучи чиновником, будучи и гражданином, жителем республики, это нужно совместить. И я для себя главным еще считаю вот работу и командообразование, которому опять-таки научил Рамзан Ахматович. И это действительно помогает в работе, потому что любого человека делает его команда, те люди, которые с ним работают по своим направлениям. У меня в Министерстве образования достаточно молодая, образованная, активная команда, которая помогает внедрять те задачи, те идеи, которые возникают, те директивы, которые постоянно спускаются с федерального уровня, как общая государственная политика в целом страны. И я все-таки очень верю, что мне и работники образования доверяют, и доверяют дети, которые находятся в наших образовательных организациях, и делаем все возможное, чтобы в школе образовательная организация доверяла родителям. Я не раз наблюдал, как вы присутствуете на уроках. Как вам вообще пришла вот такая идея в голову, и насколько вы для себя какие-то правильные выводы делаете в процессе посещения таких уроков и наблюдения непосредственно за процессом передачи знаний от учителя к ученику? Прежде всего, я считаю, что этим я, правильно будет сказать, стараюсь в первую очередь выразить свое глубочайшее уважение к такому огромному труду учителя. Все-таки это работа тяжелейшая. Каждый район, он индивидуален в некоторых вопросах, каждая школа индивидуальна. Внутри школы каждый учитель в своей методике, он индивидуален к подходу, к таким подходам, как творческий подход, профессиональный, все-таки учитывая и опыт учителя, да, и ту специализацию, профессию, которую он на базе какого-то высшего учебного заведения заканчивал. Все-таки люди разные. И поэтому, отвечая за систему образования республики и отвечая в целом за реализацию государственной политики в регионе, все-таки нужно посидеть за партой тоже. Потому что какие бы мы задачи не строили, какие бы мы программы образовательные не выстраивали, все-таки это нужно реализовывать и доводить именно через школьную парту. И как эта методика влияет на того или иного ребенка, какая методика более действенна, какая проблема у того или иного образовательного учреждения. Это все, если в этом внутри не присутствовать, хотя бы периодически вместе не вариться в этом котле педагогическом, то со стороны осуждать и со стороны ставить задачи это порой неправильно. Потому что нельзя принимать задачи или нельзя идти на всякие такие, наверное, эксперименты, которые учитель, до которого в конце это доходит, и он будет это высмеивать или говорить, но говорить там все что угодно, а я буду работать как хочу. И, конечно же, мы на своем опыте через школу, через класс пытаемся все-таки понять, как тот или иной учитель внедряет новые образовательные методики. То есть здесь у учителя руки развязаны, да, он может использовать какие-то свои новые варианты? Он должен использовать, это его обязательство. Это приветствуется. Потому что, конечно, все больше внедряются новые технологии, все больше используются электронные ресурсы. Сегодня без использования всяких электронных учебных порталов ни один учитель полноценно работать в наше время не может, потому что это не советское время, это век информационных технологий, это век именно тех цифровых ресурсов, которыми сегодня учитель обязан пользоваться. Без системы дополнительного образования справиться с образовательным вызовом современного времени
времени не может ни учитель, ни ученик. А даже человек, который, всем знакома аббревиатура ОГЭ, ЕГЭ, да, готовится к таким важным уже выпускным аттестационным мероприятиям без дополнительного саморазвития, без дополнительных источников, ресурсов, даже отличнику на школьном этапе очень сложно, очень тяжело тягаться. Здесь мы, конечно же, всячески настаиваем, чтобы через региональный институт развития образования, через всевозможные семинары, вебинары научить наших учителей пользоваться этим электронным ресурсом, в которых сегодня есть все готовое. Это такие порталы, как Учи.ру, как электронная школа, ГИС «Моя школа», это цифровой образовательный контент, библиотека ЦОК и так далее. Здесь это прежде всего эти порталы призваны помочь учителю. А если раньше учителю нужно было самостоятельно готовить урок, самостоятельно готовить весь материал для проведения того или иного урока, или там подготовить ту или иную тему, сегодня, если учитель умеет пользоваться электронными ресурсами, это для него все готовое, в готовом виде есть. И если это правильно применять, это быстрее доходит до ребенка, до ученика. И, конечно же, также учитель должен учить этого ребенка также пользоваться электронными ресурсами. Сегодня это очень важно, и вот благодаря региональному общественному фонду и нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадыру мы постоянно пытаемся делать акцент на совершенствование материально-технической базы, как это, в первую очередь, это компьютеризация и, конечно же, оснащение интерактивным оборудованием. Это интерактивные доски, проектора, интерактивные панели, которые максимально должны быть практически уже в каждом кабинете, и их именно на уроке должен учитель правильно пользоваться и правильно через их доводить информацию до ученика. То есть это именно современные вызовы. Конечно, мы часто сталкиваемся, особенно с учителями советского времени, это люди старшего возраста, которые уже за десятилетия привыкли преподавать и свою методику применять, как их учили в советское время. Они часто говорят про советскую систему образования, какая она была замечательная, другая. А вы что думаете? Но я считаю, что советская система образования была хороша для советского времени. Сейчас другое время, другие вызовы, другие стандарты, и нужно идти в ногу со временем. Нельзя современного ребенка для современных реалий учить по методике, которая была хороша 30-40 лет назад. Это огромный шаг назад. Поэтому мы такое допускать не должны. Каждый ребенок, выходя из школы, большая, по крайней мере, часть, они идут дальше в среднее профобразование, высшие учебные заведения, в которых уже есть вот эти заложенные, уже неотъемлемые вот эти вызовы, да, функциональные все по подготовке разного уровня, которым, если школа не подготовила, дальше им очень тяжело. И здесь школа должна четко понимать свою роль не только в достижении задач школьного уровня, но и правильно подготовиться, чтобы на этих базисах школьных дальше ребенок уже удачно выстраивал следующий уровень. Это уже специалиста, профессора, доктора наук и так далее. Один из бывших заместителей нашего первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, Далгазал Табылдыэльцин, Хасмагомед Дениев, как-то рассказывал о своей встрече еще тогда в Москве с Ахмадом Хаджи, и то, что одно из главных пунктов возрождения Чеченской Республики после знакомых нам событий было, этот пункт был восстановление системы образования. И вот Ахмад Хаджи сумел это правильно передать своему сыну, главе Чеченской Республики Рамзану Ахмадовичу. И насколько для него это было важно поднять систему образования и сделать ее одной из основ возрождения и развития Чеченской Республики. Насколько вы друг друга хорошо понимаете в этом направлении? В первую очередь нам нужно четко осознавать и заслуженно отдавать четко имя основателя системы образования Чеченской Республики, наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, потому что мы помним конец 90-х, начало 2000-х лет, когда он возглавил республику в тяжелейшее время, и мы помним, как, наверное, и другие сферы, но сегодня мы говорим об образовании. Система образования, она была просто уничтожена просто по максимуму. И мы помним его замечательное изречение, одно из которых это замечательнейшая цитата, что учитель создает нацию. Также касательно молодежи мы помним его цитату, что Чеченской Республике, нашему народу особенно, нам нужна думающая, образованная, здоровая телом и духом молодежь.
Тогда этого мало кто понимал, потому что народ был в то время отдан, наверное, некоему инстинкту самосохранения. И народу было не до образования, не до медицины, не до спорта, не до культуры, потому что разрушенная республика, разрозненный по всему миру чеченский народ, он пытался выжить. Он пытался спастись. И если где-то семья как-то защищена по безопасности, да, они пытались сохранить то имущество, которое они, конечно, за всю свою жизнь нажили. И мы помним также, когда Ахмад Хаджи Кадырулла Азат Кобал Дойцин говорил, что республика начнет жить, когда за школьную скамью сядут дети. А этой школьной скамьи-то и не было, этих школ-то не было. Ничего не было. Мы помним, что в то время профессорский, преподавательский состав, он был уничтожен, он был просто сведен к нулю, потому что в предыдущие годы зарплаты не платились, никакого уважения ни к учителю, ни к работнику системы образования не было. Вот, не было ни одной школы, в которой можно было бы зайти и посадить детей. И мы помним, как это тяжело возрождалось, как Ахмад Хаджи лично за это брался. И все-таки появились вот эти школьные стены, появились хоть как-то эти парты. Вот, да, на окнах тогда были разные клеенки, в кабинетах, в классах, в коридорах были буржуйки, но система заработала. Система заработала, потому что народ поверил Ахмад Хаджи и поверил его намерениям. Мы знаем его в первую очередь как человека религиозного, да, как он в первую очередь говорил словом ислама, словом Корана, сунны пророка, алейхиссалам, и так далее. И, конечно же, вот этот его вектор, который он задал, Ахмад Хаджи задал, Рамзан Ахматович это, конечно же, поддержал, и он сам принялся за восстановление, в первую очередь, системы образования, и сегодня, уже в 2025 году, мы гордимся этой системой, наши школы, наши учебные заведения. Нам завидует очень много регионов Российской Федерации, в которых никогда не было ни войны, ни разрухи. Сегодня статус учителя, педагога мы пытаемся каждый год все больше и больше возвращать заслуженное доверие, и это у нас получается. Поэтому я считаю, что у системы образования Чеченской Республики Таамулаха большое будущее. Да. И вот этот курс, который мы имеем, мы должны еще идти в ногу с развитием региона. У нас самая динамично развивающаяся республика. Мы, чеченский народ, первый в стране по демографическому развитию. Мы только-только отошли от проблемы трехсменного режима обучения. Мы знаем, в предыдущие годы Рамзан Ахматович вот проблему нехватки школ ставил на самом высоком уровне перед президентом Российской Федерации. За последние 5 лет в республике построено более 100 новых школ. Более 100 новых школ. Это огромное количество. За 5 лет. Это огромное количество. И мы, конечно же, не стоим на месте. В 2025 году мы начали строительство новых еще 7 школ, 7 детских садов. То есть этот процесс идет. Активный участник всех национальных проектов, федеральных государственных программ и ДЛЕТМ, национальный проект образования. Нынче это национальные проекты молодежь и дети, национальный проект семья. Здесь это также не стало исключением. И мы надеемся, да, Алмулага, при грамотном руководстве Рамзана Ахматовича, через его высочайший авторитет, которым мы уже научились пользоваться на федеральном уровне, мы еще до Алла многого достигнем. Да, Амула. И вот вопрос, финальный вопрос, я часами с вами разговаривал бы, знаю, что у вас времени нету. Касаемо, я знаю, что вы большое значение и усилий прилагаете к тому, чтобы наше поколение знало бы свой родной язык. И совсем недавно вы выпустили электронную версию Абата, если не ошибаюсь. Расскажите про это и насколько важно сегодня нашему next поколению знать свой родной язык. Ну, мы, да, Чеченская Республика относится к числу регионов Российской Федерации, в которых преподается, кроме русского языка, английского языка, да, свой национальный родной язык. У нас в последние годы в школах в неделю 5 ученических часов. Это 3 часа по чеченскому языку и 2 часа по чеченской литературе. Но мы знаем, как Рамзан Ахматович, наш уважаемый глава, постоянно делает акцент на популяризации, на сохранении родного языка. Мы помним 2023 год, который целый год был объявлен годом чеченского языка, благодаря именно его поддержке, его поручениям республики. Действительно, на самом деле проведена колоссальная работа по выпуску, по созданию различных словарей, как общего
общего словаря, так и словарей по разным направлениям. Буквально скоро мы должны закончить работу по созданию нового словаря. Это словарь социально-политических терминов. И мы знаем, На чеченском языке. На чеченском языке это термины, как те или иные термины, слова, которые используются и в юриспруденции, и вообще в государственном ведении, да, и как и названия. Ну, это там терминологических очень много понятий на чеченском языке. Как это будет на чеченском языке? Такую работу мы уже, получается, ведем более 1,5 лет. Работа очень сложная, тяжелейшая. И, конечно же, самый главный вопрос – это изучение чеченского языка. Во-первых, это детский сад, дошкольное учреждение. И, конечно же, с самых малых лет, с 1 класса, когда ребенок оказывается в школе. Благодаря тому, что вся у нас основная база, вся литература, вся номенклатура, делопроизводство, документооборот, мы знаем все это на русском языке, и вот этот перевес в сторону необходимости знания русского языка, он, конечно же, он глобален, он серьезен. Да, у нас по Конституции Чеченской Республики 2 государственных языка, русский и чеченский. Чеченский язык такой же государственный язык в Чеченской Республике, как и русский. И, конечно же, в ранние годы слышали, что ЮНЕСКО включила чеченский язык в число исчезающих языков в этом мире. Нет сомнений, что чеченский язык никогда не исчезнет. Это богатейший язык, который ученые относят к древнейшим языкам вообще нашей планеты. Богатый чеченский язык, конечно же, на него время давит. Время давит не только на чеченский язык, но на все языки. Поэтому именно изучение его с 1 класса Рамзан Ахматович снова в преддверии нового учебного года опять-таки сделал на это акцент. И наша задача выработать новые механизмы, чтобы эта работа шла еще лучше. И изучение, опять-таки, того или иного предмета в любом направлении, сегодня это, мы чуть ранее с вами говорили, это опять-таки связано с таким же материалом, но уже в виде электронного, цифрового ресурса. И детей все больше сейчас интересуют так называемые развивающие и игровые форматы, без которых ребенок, он временем избалован. Каждый ребенок имеет в доступе смартфон, телефон, компьютер, планшет и так далее. И ему его интерес в этой цифровизации нужно связать, отнести и как-то синтегрировать с учебным процессом. Это действенно. Конечно. И вот электронный аббат, который не просто открывает на экране, 49 букв чеченского языка, это уникальный проект, который имеет, во-первых, звуковое сопровождение произношения того или иного звука, буквы чеченского языка. Да? Мы знаем, что в чеченском алфавите, в нашем языке, немало сложных гортанных звуков, и не все одинаково производят эти звуки для ребенка в 7 лет. Это очень важно. Также, конечно же, с первых азов, когда обучаются буквами, это следом идет, как эту букву правильно запомнить, потому что здесь важно развитие именно памяти, как отнести, как что называется, как правильно собрать слово буквами в слог, потом из этих слогов собрать то или иное слово, как его правильно запомнить, где-то добавить иллюстрацию, где-то добавить... Система. Это целая система. Это добавить где-то даже, если речь идет, допустим, есть там отдельный раздел, он называется «Домашние животные». Какие звуки то или иное домашнее животное, допустим, произносит, будь то собака, петух с курицей, или там котенок, лошадка и так далее. На самом деле очень много есть таких моментов, когда задается простая загадка на чеченском языке, а ответ уже как-то завуалирован, как-то спрятан в каком-то ребусе, или в какой-то игровой, какой-то пазловой системе, которую ребенок уже с интересом выстраивает и потом уже, конечно же, запоминает. И мы считаем, что мы максимально вложились в этот проект. Вчера мы его доводили до лучших учителей чеченского языка, которых мы со всех районов собрали. Я имел честь лично презентовать этот проект, и мне было лично приятно, что сидящие в зале замечательные наши опытные учителя чеченского языка с таким восхищением, они с теплой улыбкой относились к этому проекту, и они все подтверждали, все даже вопросы, которые они задавали, это было с восторгом, и они четко понимали, что это помощь и для детей, и, конечно же, для учителей. Это готовый продукт для системы образования. Совершенно верно. Дал тебе Берг, тебе
Я очень рад сегодня поговорить с вами о системе образования, и хочется пожелать вам удачи, успехов и всегда попутного ветра в ваши паруса. И, естественно, верных товарищей. Я я надеюсь, что мы с вами еще раз Да, через мы- какое-то время встретимся и обговорим о каких-то новых новостях. Да, это будет. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев.